Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта, в частности волейбола. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию бронзового финала чемпионата республики среди команд первой лиги. Сейчас у нас оспаривается право зайти на третью ступень пьедестала в мужском состязании. Встречаются команды Амгинского Улуса и города Якутска. Город Якутск будет играть в черных футболках и в черных шортах. Соответственно, амгинские волейболисты у нас выступят в белых футболках и красных шортах. Сейчас мы приступим к составам играющих команд. Ну а для вас сегодня у микрофона работают Власий Сергеев и старший тренер сборной юношеской сборной республики по волейболу Асим Жигодов. Добрый день, уважаемые телезрители. Бронзовый матч между командами города Якутска и Амгинского Улуса. Сейчас мы увидим. Итак, перейдем к составам играющих команд. Город Якутск. Номер 1 Гаврила Хлопков, лидер команды. Второй номер Александр Филиппов. Третий Никита Заусаев. Пятый Семен Слепцов. Седьмой Иннокентий Артамонов. Восьмой Егор Глухарев, капитан команды. Девятый номер Виталий Голоков. 10-й Владимир Сидоров. 11-й Анатолий Татаев. 12-й Михаил Семенов, либера. 13-й номер Владимир Окроков. 14-й номер Кирилл Корнилов. Главный тренер команды Петр Филиппович Пестряков. Оглашаем состав команды Амгинского Улуса. Нулевой номер Джулустан Захаров, либера. Второй номер Айтал Григорьев. Пятый Айтал Соловьев. Шестой Денис Шестаков. Седьмой Сергей Емельянов, капитан команды. Восьмой Иннокентий Романов. Девятый Василий Бочкарев. 11-й Михаил Николаев. 13-й Михаил Терентьев. 15-й Анатолий Макаров. 18-й Сергей Сипцев, либера команды. И 19-й Радислав Захаров, тренер команды Александр Иннокентьевич Романов, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Ну что ж, практически все готово для начала этой встречи. Напомним, что в состязаниях среди мужских, так и женских команд в борьбу за медали у нас вступили по 8 сильнейших коллективов республики. Начали они турнир с группового этапа. То есть играли две группы по 4 команды. Затем команды с наилучшими результатами продолжили борьбу за право взойти на высшую ступень пьедестала уже в стадии плей-офф с полуфиналов. Вчера, кстати, Амгинский Улус уступил в 1-2 команде Намского Улуса, хозяевам чемпионата со счетом 1-3. Ну а что касается Якутска, то Якутск в своем полуфинале со счетом 0-3 уступил Ленскому району. И сегодня команды оспорят бронзовые медали чемпионата республики. Надеемся, что игра будет интересная, затяжная. Хотелось бы из 5 партий, да. Чуть-чуть драматичного матча хочется посмотреть. Ну а до этой встречи, может кто только включил телевизор, мы посмотрели бронзовый финал среди женщин. И на третью ступень пьедестала у нас, еще не взошли, еще взойдут, церемония награждения будет позже. А бронзовые медали завоевала команда Усть-Алданского Улуса, которая в 3 партиях переиграла сборную команду «Дети Азии». После этой встречи в 15:00 мы посмотрим женский финал, где встретятся Амгинский Улус и Мирнинский район. Ну а вечером в 17:30 мы увидим финал среди мужских команд, где сыграют команды Намского Улуса и Ленского района. Есть изменения в стартовых составах. Например, у города Якутска в стартовый состав вошли Виталий Голуков вместо Владимира Сидорова. Что Владимира Сидорова не видно. И еще под 2-м номером Александр Филиппов в стартовом составе. Кадровые изменения. И очень интересная тактика. Владимир Сидоров и Иннокентий Артамонов сидят на лавке. Ну и сегодня у Амгинского тоже есть изменения, да. Джулстан Захаров сегодня в роли либера. Иннокентий Романов в роли первого связующего. И в роли диагонального у нас 6-й номер Денис Шестаков, молодой. Ну, будет еще интереснее смотреть. Итак, начинается бронзовый финал среди мужских команд. На подаче Семен Слепцов. Семен Слепцов попадает в антенну. Это автоматически означает аут. 1-0. Первое очко
Таким образом зарабатывают амгинские волейболисты. И сейчас Иннокентий Романов будет подавать. Можно Никита попробовать Заусаев. И сеточный мяч берет на себя Анатолий Татаев и переносит своей команде вторую очку. Ну вот, дождался и между двух игроков отправил мяч в свободную зону. Силовая Хорошая подача. подача. Никита Заусаев. Счет становится 2-1. Пятый в зону попадает. Никита у нас 89-го года рождения. Еще одна силовая. И с приемом не справляется Айтал Григорьев. Да, и тут как бы уже не спешили, не старались, да, тут мяч достать уже было невозможно. Третья подача Никиты Заусаева. Счет 3-1 в пользу столичной команды. И аут. 2-3. Василий Бочкарев на подаче. Василий блокирующий команды, центральный. Очень быстрый такой центральный. Так, смотрим. Никита Заусаев. Решил тонко вот так сыграть, делать скидку, но не получилось. Надо было попроще, двумя руками перевести на ту сторону. Счет равный, 3-3. И Никита Заусаев будет атаковать. Играется мяч. Тут без атаки придется переводить. И Анатолий Татаев пробивает. Аут бьет. Игорь Глухарев сразу первое касание мяча дал передачу. Хотел ускорить темп игры. Ну, правильное решение. Василий Бочкарев держит подачу. Филиппов. Александр Филиппов. Блокаут. Доводка есть. Темп хотел сыграть Игорь Глухарев. Точно по линии. По линии пробивает, но там касание сетки. Увидели судьи. Виталий Голков сыграл в роли связующего здесь. Таким образом 5-4 в пользу амгинского Улуса. Ух, какой тяжелый мяч-то. Еще одно касание. Нет. Переход средней линии у Александра Филиппова. Стопа нападающего переходил. Вот, да, было видно. Да, вот такие вот ошибки. Правой ногой. По итогам этих ошибок 2 очка на преимущество, но 1 очко. Но сегодня почему-то Анатолий Макаров подает планирующую подачу. Мы же вчера помнили, как он силовую подавал, да? По 3, по 4 раза. Да, говорили о том, что иначе другим образом он не подает, но... Еще одна командная ошибка у города Якутска. Уже 3 командные ошибки. К ряду, Да. между прочим. Собраться надо с мыслями. Денис Шестаков. Есть прием и доводка. Первый темп. Виталий Голубков. Сам он уроженец Хангаласского Улуса. Сейчас работает и живет в городе Якутске. Ну, здесь, можно сказать, за команду города Якутска играет сборная республики. Все собраны из разных улусов. Вот, например, Егор Глухарев родом из Амгинского улуса. 7-7. Семен Слепцов, село Хатассы. Вот так можно перечислить всех. Зрячий обман связующего Иннокентия Романова. За голову так хитро скинул. Ну, у него получился. Радислав Захаров подает.
Виталий Йоу. Голоков. Вновь. Очень здорово было сыграно. И Виталий Голоков вколачивает этот мяч. Виталий, хороший прыжок. Видите, как... Зависает в воздухе. Да. Подача Виталия. Так, что у нас тут? У нас сегодня первой судьей работает женщина Евелина. У нас судья первой категории. Ну, Команда городского округа город Якутск. город Якутск, первый челлендж. Просмотра до касания сетки. Да, и челлендж На со касание. стороны Якутска. Будут смотреть, вот, было ли касание сетки. По критерию касания сетки. Главный судья чемпионата Юрий Иванов сейчас будет смотреть повтор, как и мы. Давайте смотреть в замедленном действии. Сейчас должен быть касание. Не, касания не было, да? Как мы видим. Ну, судьям виднее, наверное. Но на повторе мы как бы, да, по крайней мере, вот с ракурса, да, который нам был предложен, мы там касание сетки не увидели. Да и Юрий Иванов вроде озвучил уже то, что именно по критерию касания сетки будет просмотр повтора. О, Да, вот, да. касания сетки не было. Теперь вот ситуация становится ясной, да? Все как бы логично. Но они же потребовали челлендж по критерию касания сетки. Здесь надо было, по моему усмотрению, чужой мяч. Ну, вот Егор работает со второй задней линии. Хотел сделать передачу, но там коснулся. Кстати, вот очень интересная По линии. ситуация. Подняли мяч. И далеко в аут. Денис Шестаков. 9-9. А вот такой вопрос у меня возник. Например, вот данную ситуацию, если брать, да, команда дает челлендж на просмотр видеоповтора именно по критерию касания сетки. А вот, например, судьи смотрят повтор, а судьи там замечают вот игра по чужому мячу. Ну, если потребовали по критерию касания сетки, тогда смотрят только этот элемент. То есть, если там даже имеется Да, игра да. по чужому мячу, то интересно. Итак, Василий Бочкарев на подаче. Счет 10-9 в пользу заречной команды. Быстрый темп у Анатолия Татаева получается. Но пас был не очень хороший, но Никита Заусаев. Филиппов. Еще раз Никита Заусаев со второй линии по диагонали. В первую зону. Хорошая, Мощно, мощная сильно, атака. да. Скажем так, воспользовался своим ростом. У Никиты рост. Здесь не написали, но 1,93 м. Не меньше, наверное, я так думаю. Ну и с прыжком тоже все в порядке. Может даже 1,95 м есть. Держит подачу третий номер сборной команды города Якутска. Так, смотрим. Прием есть. Подняли. Филиппов. Ошибка второй передачи. Вот. Грубая ошибка. Одной рукой коснулся Василий Бочкарев. Это была грубая ошибка. Продолжает подавать Никита Заусаев. И сейчас атака амгинской команды. Анатолий Успешная. Макаров со второй 11-13. зоны пробил блок. Двойной блок. Вот.
от блока в аут. И на подаче Василий Бочкарев. Да, Василий сам работает и живет в Амге. Сотрудник пожарной части. Он играл в «Детях Азии» до 2008 году. Призер в международных играх «Дети Азии», серебряный призер. итак, подача. Анатолий Да. Татаев. Тут уже как бы Айтал Григорьев не хотел по-футбольному сыграть. Поднять этот мяч было очень-очень сложно. По волейбольным терминам, вот сеточный мяч должен на себя взять ответственность именно центральный. Расстановка между номерами 8 и 6. Без атаки будет переведен мяч. Посмотрим, что в ответ предложат столичные волейболисты. Александр Филиппов, молодец. Саша пробил тройной блок, не испугался, а наглую пробил. Вот, видите? Между стыками блоков пробил. Ошибка. При подаче 13-16. счет становится 13-16. И Анатолий Татаев отправляется на скамейку. Подает его тезка Макаров. Так, ну тут да. Командная ошибка, не было доводки. 16. И, соответственно, передача не прошла. Вторая передача. Анатолий Макаров подает и не справляется Есть. с этой подачей. 15-16. Держит подачу 15-й номер Ангинского Улуса. Но вчера тоже, да, мы помним, если игра идет у Анатолия, то много очков он приносит своей команде. Но вот сейчас была ошибка, конечно. В аут мяч улетел. Подает Александр Филиппов. Айтал Григорьев. И судья дает вторую ошибку. 18-15. Здесь уже на усмотрение первой судьи. Не такая уж грубая ошибка была. Ну, каждый судья судит по-своему. Якутск будет атаковать. Блок успешно работает. И хорошая такая скидочка. скидка. Семен Слепцов 19. хотел в шестую зону. Хитро. Видно же, как хотел ударить. Да. И в последний момент остановил кисть руки. Еще раз. Блок. Первый темп. И сразу. тут еще Джулустан Захаров. Сложный мяч вытащил Айтал Григорьев. Пас был не такой удачный. Первый темп. здорово. Виталий Голоков. Как же здорово было разыграно. Счет становится 20-15. 5 очков преимущества себе обеспечили столичные волейболисты. Ну, вот она, красота. Рост у замечательного Виталия вида спорта. Голокова не такой уж большой для центральных блокирующих, но за счет прыжка Получили наставление волейболисты обеих команд. И сейчас они вернутся на площадку. И игра будет возобновлена при счете 20-15 в пользу Якутска. Напоминаем, что это у нас бронзовый финал среди мужских команд. На кону право зайти на третью ступень. да. Бронзовая медаль.
Это не каждому дается. Волейбол, как мы все знаем, самый массовый вид спорта нашей республики. Волейболом занимается около 40 тысяч человек. И войти в призеры суждено только 36 человек, да? Ну да, Если так действительно. статистически рассчитать. Если вот посмотреть на цифры, конечно же, Да. это говорит о бешеной конкуренции в каждой команде, будь это вторая лига или первая лига. И 5 человек площадки показывает судья. Это Айтал Григорьев наступил на линию. Это означает 5 человек площадки. Одно очко Иногда- подарили. Да, подарок. Но тут же это очко было отыграно 16. благодаря 21. стараниям Дениса Шестакова. Денис молодой, 2000 года рождения. Студент. Учится ЕГСХ. И прием. 15. 21. Что она показала? Я не следил. И отрыв сокращается до 3 очков. Блок сработал. 21. Молодой 19 номер. 21. 18. Захаров Радислав. Ну и сейчас 2001 года рождения. уже тайм-аут берет команда Якутска. Давайте послушаем. Егор Глухарев в этот момент вину взял на себя. Говорит, ошибся я. Что-то хотел перемудрить, скинуть, но не получилось. Да, мне кажется, этот тайм-аут был взят больше для того, чтобы перевести дыхание, да, чтобы спортсмены просто успокоились, подышали. Да. Каких-то особых вот обсуждений технико-тактических действий не было. И темп. Радислав молодец. Вовремя зашел. И Иннокентий Романов 21. отдал, скажем так, конфетку, передачу. Можно было ударить. 19-21 в пользу команды Подогнали Якутска. Семен Слепцов. 22. 19. Семен Слепцов, как уже вчера сказали, у нас является мастером спорта Российской Федерации. Двукратный призер чемпионата России по волейболу сидя. Ну, отличная передача. Подняли. Блокаут. Айтал Григорьев. 20. Вот 20-22. рассказ закончу. Там Семен Слепцов играл в качестве лидера команды. И 2 раза они заняли 3-е место. 23. И им присвоили мастера спорта России. Там не пишется там по волейболу сидя и так далее. Там мастер спорта по волейболу. Тоже заслуженно. Мы радуемся только от этого. По линии. Аут пробивает 24. 20. Айтал Григорьев. И сетбол у Якутска. Да, аут попал. Еще раз. Айтал Григорьев. Блок работает Анатолий надежно. Макаров. Заусаев поднимает этот мяч. И сам же Скидка. пробует делать скидку. Ох, но тут ошибка. Первую партию. Не хватает опыта у молодых игроков. Выиграла команда городского округа город Якутск. Еще таким образом становится 1-0 в пользу Якутска. В этой партии столичные волейболисты выиграли с счетом 25-20. Сейчас интересно, какой состав тренера выставит на вторую партию.
Итак, вторая партия. Да, начинается сейчас вторая партия бронзового счет- финала. Пока счет 1-0 в пользу города Якутска. Вполне такой закономерный счет. 25-20. Да, преимущество в 5 очков. Да. Это большое преимущество. Итак, команды выходят на площадку. И сейчас начнется вторая партия бронзового финала чемпионата республики среди команд первой лиги. На кону бронзовые медали. Как мы видим, изменений нет в стартовых составах у обеих команд. На подаче Амгинский Улус, Айтал Григорьев. Айтал тоже является призером 0. в международных спортивных играх «Дети Азии» 2012 года. Они заняли второе место. Итак, Темп, смотрим. О, Темп, касание сетки. Анатолий Татаев. 1-0. мы видим. На повторе сейчас Анатолий. Нижняя часть я коснулся. Блок работает. Двойной блок Василия Бочкарева и Анатолия Макарова. Громадный блок. Во. Правую руку Анатолий попал. Очень спорный такой подач. 1. И судьи показали аут. Да, на подаче Семен Слепцов. Темп. Аут. Василий Бочкарев. 1. Счет 3-1 в пользу амгинской команды. Никита Романов подавал. Ну и сейчас, да, вот такая Отлично. пауза возникла, да? Ну, тот, кто разбирается в волейболе, ну, это называется комбинация Марита. Вот, видите, зашел, остановился и резко выпрыгнул. Не все так умеют. Ну, у Толи получается. Молодец, Толя. Ну, мы в народе называем эту комбинацию Марита, но по терминам я не знаю, как называется. Ну, комбинация Марита называется. Кто там показывает судьи? Счет 3-3. Никита Заусаев. Силовая подача. Вау. 4-3. Смотрим повтор. Да. Василий Бочкарев. Но размер площадки у нас по длине 18 метров 9 на 9. 5-3. 2 очка преимущества себе обеспечивают заречные волейболисты. Да, от блоков площадку в поле. Не подняли. От блока Айтал рискует. От блока Анатолий Татаев. Пробил. 4-5. Двойной блок.
Сокращают отставание в счете столичные спортсмены. Анатолий Макаров по линии. 6-4. Итак, 6-4. Анатолий подает. Филиппов. Ответ достойный. 5, Пробил 6. двойной блок. А, кстати, Филиппов тоже родом с Хангаласского Улуса, как и Виталий Голоков. Он живет и тренируется в городе Якутске. Он представляет на этих соревнованиях, Город Якутск. да, команду Якутска. 5. 7-5. Вновь преимущество 2 очка себе возвращают спортсмены из Амгинской Денис Шестаков команды. отлично провел одиночный блок. Ошибка при подаче. Ошибся, да. 6-7. Свое же очко отдал так просто, который был добыт с большим трудом. 8-6. 8-6 в пользу амгинской сборной. Родион Захаров. Наводки нет. Никита Заусаев стоя пробил. Со второй линии Анатолий Макаров. Опять же по линии. 9-6. Анатолий вообще не замечает блок. Да. Есть прием. И вновь Заусаев. Анатолий Макаров. Защита работает. Айтал Григорьев пробивает блок Виталия Голокова. 10-6. Уже серьезное такое себе преимущество обеспечили амгинцы. Атака Якутска. Семен Скидка. Слепцов. Скидка. Это уже опытный игрок Семен. Видит двойной блок. Да, здорово почувствовал движение Да. вот блока и направил мяч мастерски в пустую зону. Увидел, что вот Радислав после подачи зашел и скинул на него. Ошибка второй передачи. Сегодня у нас судьи строгие. 10. Виталий Голоков подает. Сократили отставание столичные волейболисты. Аут. А вот теперь 10. сколько? В 4 очка вели амгинцы. Да. Ну тут да, без вариантов, конечно же, аут. Голоков Аут. держит подачу, но тут уже да, мяч перелетает площадку. 11-9. Ненужная ошибка. Айтал Григорьев. Есть прием. Крест. И крест получается. Комбинация крест называется. 10-11. Вот видите. Двойной блок отвлекся на Анатолия Татаева, а Семен Слепцов сзади выпрыгнул и пробил. Там можно даже было этот блок отвести, но Так, у нас вновь ошибка. 11-11. снова ошибка второй передачи Иннокентия Романова. Семен Слепцов продолжает подавать. Ошибка. По 11. 12, 11. Иннокентий Романов только что был на ваших телеэкранах. Ой-ой. А почему здесь не следила-то за второй передачей? Могла бы. Тоже ошибка, да? Да. Ошибка была. 13-11. Как мне видно было.
Ошибка была. Тринадцать 11. И сразу. Так. И вот судья, 14-11. скажем так, не дает игрокам играть. Уже третий раз свистнула на вторую передачу. Ну, это ошибка, да, связующих. Тебе права. Ошибка при подаче. 12-14. 14. Никита Заусаев сейчас будет подавать. Анатолий Макаров. Тройной блок. И наконец-то вот сработал блок у города Якутска. 14. Да, вот видим, Анатолий Макаров выпрыгивает. Также выпрыгивает и тройной блок. И Александр Филиппов удачно сыграл в защите. Атака амгинцев. Шестаков Денис. Вот. Я о чем говорил, да. 15-13. Вторая ошибка второй передачи. Уже которая по счету. Да. Ошибка второй передачи — это когда спортсмен берет без верхней передачи, то есть сверху. Там две руки должны касаться параллельно. А вот на данный момент они колебаются. Ну, то есть одна рука касается мяча. Ну, Чуть-чуть, в разное время. Да? Да, в разное время. Не одновременно. 16. Так, у нас счет становится 16-14. 2 очка преимущества у амгинских волейболистов. И Анатолий Макаров подает. Есть прием. Да. Александр Филиппов. До минимума сокращается отставание в счете. Вот еще пару слов про ошибку второй передачи хочется сказать. В мировом волейболе судьи дают играть. Ну, там уже мастеровитые игроки. Не так уж делают ошибку, как у нас. Ну, вот ошибка второй передачи берет красоту игру. Слишком много ошибок, задержек. 16. Сбивает, да, этот темп? Да, темп игры сбивает. Александр Филиппов подает. Счет у нас равный. Блокаут. Блокаут. Айтал Григория по линии. 17. Через блок 16. Егора Голохарева. Пробил. Отлично. Денис Шестаков подает. И Эй! Заусаев на приеме. Молодец, Денис. 18. Оправдал надежды тренера. Еще раз. Заусаев поднимает Радислав, мяч. молодец. Молодец. Да. С двух попыток амгинцы Захаров все-таки. Радислав. Тайм-аут команды Якутска. Так, ну и при счете 19-16 у нас тайм-аут берет столичная команда. Давайте послушаем. Қаяқ алды? Приемный хан бей. Кима, не баг. Кима. Я Никита сзади. Ана кимаре. Кимаре, кимида. Вот, тюрке. Дома Тюрке. Тюрке. Бова как करके मन नहीं करते. Тюрке. मानेंगे. Команда города Якутска возглавляет тренер Петр Филиппович Пестряков. Он сам работает в пожарной части, а сам большой фанат волейбола. Три года подряд возглавляем волейбольный клуб «Аурум». Потом в этом году
ему доверили такой ответственный, Возглавить, да, да, команду работу, Якутска. возглавить команду города Якутска, столицу нашей республики, где проживает половина нашей республики, большая половина. Здорово, одиночный блок сработал в этом эпизоде. Денис Шестаков подает. Семен Слепцов. Цепляет блок этот мяч. Так, Скидка Айтала Григория попадает в антенну, что автоматически означает аут. Вот видите, левой рукой в антенну скинул. На подачу идет у нас Егор Глухарев, капитан команды, связующий. К сожалению, в аут подает. Вот подавать в аут — это грубая ошибка для волейболиста. Ну, если сравнять с другими видами спорта, ну, я всегда своим детям объясняю, если ты волейболист, ты тут не должен ошибаться подачей. Например, шахматист, кот на нем не может ходить, это грубая же ошибка для шахматиста, например. А вот для волейболиста ошибка подачи, вот это же приравнивается. то есть такую аналогию, да? Да. видите? Так, 18-21. 3 очка преимущества амгинской команды. Попытка скинуть. Так, ох! 4 касания. 22-18. В площадку зашел, оказывается, Владимир Сидоров под 10 номером. Да, и в 4 очка ведет амгинская команда. Подает Айтал Григорьев. Наводка есть. Темп. Анатолий Макаров. Блокаут. по всей Блокаут. видимости. 18-23. Смотрим на повторе. Тайм-аут команды Да, аут, Якутска. блокаут. Все идет к победе Амгинского. Послушаем. Оставься. Отрыв 5 мячей. Это достаточно большой. Да, солидное преимущество. Ну, команда возвращается на площадку. Айтал Григорьев на подаче. Никита Заузаев по линии По пробил. линии. Ну и Ну, показывает, да? Судьи показывают аут. Сейчас. Сразу же челлендж. Да, было интересно, сейчас будет посмотреть. Ну, Ну, по траектории полета как-то смотрится в аут. Запрос на линию. Попал. Но это опять мое мнение. если бы он обслуживал эту встречу в качестве судьи, то сказал бы поле, да? Да, вот. Да. Наконец-то я был прав, да. 19-23. Ну, а как же был уверен, да, Никита тоже вот в том, что он попал в площадку, сразу как он приземлился, стал указывать пальцем, да, то что, ребята, нет, там было поле. Вот этот момент может сыграть ключевую роль в этой партии. Вот, видите, уже Ну да, опять ошибка второй передачи. и отставание сокращается. Да. 20-23. Сейчас нужен эйс. Анатолий Макаров. 24-20. Если мы поднять хоть 2 метра над сеткой, то Толя всегда пробивает блок. Хоть тройной, хоть двойной. Но мы помним, что сегодня он поймался на тройном блоке. Есть Никита прием. Заусаев по линии. И попадает в поле.
Там мне показалось, что будут оспаривать, да, вот амгинцы. Да, могли бы взять, сбить темп игры, но 21-24. Так, поле. поле. Напряженная концовка партии у нас получается. Ну тут да. Перерыв берет команда Амгинского Улуса при счете 22-24. Просто нужно на Итак, 22-24 в пользу Амгинского Улуса, и Никита Заусаев на подаче. Смотрим. Да. Да, такая подача полетела. Тут еще явное поле, да? Да. Без вариантов. Итак, Никита аут. Увы. Камбэка не получилось. Но, Но было близко. да, было близко. Общий счет 1-1. 40 сантиметров где-то. И- От лицевого упал мяч. 25-23 победа Амгинского Улуса в этой партии. 1-1 у нас общий счет. Вот еще раз повторюсь, вот в красной форме работают воспитанники спортивной школы волейбола «Намцы». Вытиральщики полов, подавальщики мячев. Вот боковые судьи. Все ребята достаточно опытные. Вот такие маленькие элементы показывают организации соревнований, уровень соревнований. И еще большой плюс, что вот дети ходят внутрь соревнований и чувствуют Да, при себе. Да, живую. вживую наблюдают за игрой ведущих волейболистов республики. В целом окунаются вообще в эту атмосферу чемпионата. Для них это, конечно же, определенный хороший такой опыт, а для организационного комитета это помощь, Конечно. ощутимая помощь. Зрители у нас потихоньку подтягиваются к финалу. Видно, что люди приехали из города Якутска, с ближайших районов. Но финалом будет достаточно зрителей. Да, финалом, я думаю, трибуны будут заполнены до отказа. Напомним, что у нас сейчас идет бронзовый финал среди мужских команд. Затем в 15:00 мы начнем просмотр женского финала. Встречается Амгинский Улус и Мирнинский район. И в 17:30 мужской финал. Встречаются Намский Улус и Ленский район. Ну, а у нас начинается третья партия. Продолжается оспаривание бронзовых медалей чемпионата среди мужских команд первой лиги. В первой партии со счетом 25-20 победу одержала команда Якутска. Ну, затем во второй у нас сильнее оказались амгинские волейболисты, одержавшие победу со счетом 25-23. Казалось бы, что Якутск был близок, да, к тому, чтобы зацепиться за эту партию, попробовать организовать камбэк, но не дотянули. Итак, третья партия. На подаче Семен Слепцов. Есть прием. И Анатолий Макаров по линии мощно атакует. Пробивает. Видим тройной блок. В стартовый состав вошел Владимир Сидоров под 10 номером. На позиции доигровщика 4-й зоны. Блок работает у амгинцев. Анатолий Макаров. Будучи самым рослым игроком, да, вот своей команды. Как здорово выпрыгнул. Да. У Анатолия Макарова рост
Метр 95. Метр 95 это большой рост. Что придумает Якутск в этой атаке? 3-0. 3 очка ведет действительно. Даже сетку коснулся. Да. На подаче Иннокентий Романов. Держит подачу Иннокентий. Так. Но тут неразбериха творится. Да. Иннокентий Макар Романов, он сын тренера Александра Никитича Романова. Под руководством Своего отца отца. выступает, Да. да? Ошибка при подаче. Видим досаду на лице Иннокентия. 1-4. Отрыв сделали, да. Никита Заусаев, силовая подача. Доводка есть. Денис Шестаков, молодец. Блокаут. 5-1. Ну, начало этой партии остается за амгинскими волейболистами. Двойной блок переиграл. Василий Бочкарев. Подает Василий. Егор Глухарев. Ну, примудрил, да. Да, решил сразу атаковать, Да. но не получилось, как вы видели. Ну, мы знаем, что у Егора иногда так получается. Он любит именно вторую передачу ударить сразу. Но в этот раз не получился. 2-6. На площадке появляется Джулустан Захаров, играющий сегодня в роли либера. И так у нас ошибка второй передачи Иннокентия Романова. И Анатолий Татаев на подаче. Анатолий Макаров. Анатолий Макаров со второй линии пробил, но он был в первой линии. Но почему-то связка дала ему на вторую линию. На подаче планер летит в аут. 4-7. 4-7. И у нас на подаче Владимир Сидоров. Подарок не использовали. Город Якутск. Надо было забивать. Сетку коснулся. 19 номер. Радислав Захаров. Темп Оценки. Ливера поднял, но от сетки не смогли. Три очка преимущества у амгинской команды. Денис Шестаков готовится подавать. Итак, Денис Шестаков. Семен Слепцов по линии бьет, но судьи показывают аут. Челлендж будут использовать или нет? 9-5. Нет, запрашивать не стали. Не. Игра продолжается. 9-5. Здорово. Первый Виталий темп. Голоков. Виталий Голоков. 9. Сыграно очень здорово. И у нас счет становится 6-9. Что предложат амгинцы? Поле девятку попадает. Радислав. Девяточку. Ровно Да. девяточку.
Подача Радислава. И еще раз эйс. Молодец, Радислав. Ну и тут серьезное преимущество себе, Да. да? Команде города Якутска Обеспечивает. место игрока Оправдывает надежды тренера. Филиппов Александр. Аут. Аут. Итак, 7-11. Ну, сейчас нужно Вполне Якутску. такой рабочий счет. Можно спокойно догнать. Да, также ошибка при подаче. В аут улетает мяч. И Айтал Григорьев сейчас будет подавать. От сетки Никита Заусаев. Захаров Джулустан поднял. Анатолий Джулустан. Макаров. Анатолий Макаров. Пробила аут бьет. Но он тоже человек. Иногда может ошибаться, да? Но не всегда же попадать, да? Да. Так, Семен Слепцов подает. Ага, такой курьезный момент мог случиться, но Прокатился мяч вдоль по сетки. сетке, да. Анатолий Макаров. 13-8. И по диагонали видим. Тут уже, как ни старайся, что-либо сделать было очень трудно. Иннокентий Романов подает. Вот такая сложная подача, планирующая. Как буква «С» закрутилась с нашего обзора, да? Да, вот комментаторская позиция, где наши установлены с этого ракурса. Как раз таки вот траектория полета мяча очень хорошо наблюдается. Никита Заусаев подает. Хорошая, сильная подача. Анатолий Укрепил Макаров, номера. тройной блок. Еще раз. Одиночный блок. Пробивает поле. 14-9. Тренер тут города Якутска хотел потребовать челлендж, но игроки сказали, что поле было, да? Да, И- Никита указал, да. то, что нет, я все видел, там действительно было поле. И еще раз Иннокентий Макаров. Анатолий Макаров. Анатолий, да, извиняюсь. Ну, по диагонали, да, как здорово. Атакует раз за разом. Попадает в либера. Плечо попал. Да. Схему Толи Макарова, Аточку-то устан барды по бей потом. моему усмотрению, где-то 3.40 есть. Да, Если прием, даже да, не давай, больше. нет, давай. Давай, не бегай. 3.40 это уже метр от сетки. Это не хорошо, давай, не хорошо. Что ж, команды возвращаются на площадку. И при счете 15-9 возобновится у нас игра. Василий Бочкарев. Смотрим. Василий Бочкарев подает. Есть прием, есть доводка. И 4 касания. Это означает, мяч попал в трос. 16-9. Ну, весьма такой спорный момент. А так, да, трос был. 16-9, 7 очков преимущества у амгинской команды. Увеличивается отрыв. 17-9. Ну вот, что не получается у Якутска? Обратная замена. Вроде доводка есть. Нападение чуть-чуть Игрок номер 10 Сидоров Владимир. хромает. Василий Бочкарев подает, ошибается при подаче. 10-17. 10-17.
Замена в команде Якутска. Вместо игрока под номером 11 на площадку выходит игрок номер 7. Замена. В городе В Якутске. составе сборной команды Якутска Иннокентий Артамонов появляется, заменяет он Анатолия Татаева. Для усиления подачи и защиты. Как мы помним, вчера Кеша чуть-чуть повредил ногу. Но в подаче может зайти, да. В защите отработать. Ну и тут сразу хотели наказывать, да, Да. в аут мяч был отправлен. 17-10. Обратная замена в команде. Ну и тут же обратная замена. Площадку возвращается игрок номер 11. Анатолий Татаев возвращается на площадку. И 8 очков преимущество английской команды. И Анатолий Макаров подает. Владимир Сидоров. Допускает ошибку касания сетки Владимир Сидоров. Смотрим на повторе. Вот. Да, отчетливо видно, что касание было. Ну, свою ошибку исправляет сразу. Реабилитировался, да? Заработал очко. По диагонали. И 11-19. Владимир Сидоров на ваших телеэкранах. Аут. Подача не летит. 20-11. Сохраняют ангинские волейболисты серьезное вот это вот преимущество в счете. Как будет действовать Якутск? Тут блок. Комбинация, да. Не получилось. Там 11. допустили командную ошибку. Егор Глухарев, связующий пас дал поверх сетки и там коснулся сетки Семен Слепцов. И в аут летит мяч. 22-11. 22-11. Серьезнейшее преимущество заречной команды. Двенадцать 22. 12-22. Что у нас судья показывает? Да, расстановка команд. 13-22. Между вторым и 8 номером. Вот стопы, ну, ноги не должны стоять в одной линии. 14-22. 14 очко зарабатывают Да. столичные волейболисты. Пробил в антенну. Что у нас означает автоматический аут, да, сразу? Да. Анатолий Макаров. Накатил, да, котел. 23-14. 23 очко приносит своей команде. Радислав Захаров готовится подавать. Ошибка при подаче. Сильно огорчаться не надо. Отрыв есть. Да, отрыв еще какой, да? Да. Виталий Голыков. Пайп. И Анатолий. Мяч сохраняется в игру. Ну, переход средней линии показывает судья. 16-23. У Василия Бочкарева. Что такое? Опять расстановка. Да, 17-23. Ну, сокращается потихоньку отставание в счете. На самом деле это амгинцы очень близки к тому, чтобы одержать победу в третьей партии. Якутск, само собой, не будет, да, вот, бросать играть. Конечно, будут цепляться за все возможности. Но вот, продолжают. Семен Слепцов пробил одиночный блок. 23. 23
18, тайм-аут. Команда Тайм-аут берет команда Амгинского Улуса. Ну и сейчас давайте послушаем тренеров и игроков. Ну тоже такого живого вот обсуждения никакого не было. Команде нужно было просто перевести дыхание, сбить этот темп. Возвращаются спортсмены на площадку, и сейчас Виталий Голков будет подавать. 18-23 в пользу Амгинского Улуса. Смотрим. Никита Заусаев поймал по линии удар Айтала Григорьева. Вот. 19-23. Василий Бочкарев. Темп. Быстро, четко. 24-19. 24-19. И сетбол. Да, в шаге амгинцы от победы в этой партии. Татаев атаковал. И на этот раз у Василия Бочкарева поймали, да? Прочитали. Да, 20-24. Вот, Анатолий Татаев прочитал. Сейчас пас пойдет в четвертой зоне. Анатолий Макаров. Вот. Тройной блок. 21-24. Да. 24. Никита при своем росте воспользовался этим. Еще раз. Двойной блок. Ну, на сей раз. На поле. Третью партию со счетом 25. Да, побеждает в этой партии Амгинский Улус со счетом 25-21. И таким образом Амгинский Улус выходит вперед. Счет у нас 2-1. Ну, в первой партии мы помним то, что Якутск, да, держал победу со счетом 25-20. Ну, последующие две партии у нас выиграли амгинские волейболисты 25-23, 25-21. Вот что нас ждет в следующей партии? Ну, интерес только начинается. Как и в конце вот, второй партии, да, столичные волейболисты начали цепляться вот, за все возможности, да, и попробовать организовать камбэк, ну, как и в случае со второй партии, так и в случае с третьей партией. Не получилось. В Да, итоге здесь надо отметить игру молодых амгинцев, вот Шестакова и Радислава Захарова. Они не сбиваются с темпа игры, даже переносят эйсы. Вот в такие моменты играет ключевую роль в матче. Вот самый крестный момент, да? перекатить мяч на одну сторону, да? И тоже Джулустан Захаров, либера команды Амгинского Улуса, сильно помогает своей команде доводкой, защитой. Вот видим тройной блок. Команды выходят на площадку. Общий счет у нас 2-1 в пользу Амгинского Улуса. Счет 0-0. Напоминаем, что это у нас бронзовый финал. Подает команда Да, есть изменения стартового состава. В города Якутска стартовый состав вошел Владимир Сидоров под номером 10. Вместо Александра Филиппова. Семен Селевцов. Локаут. Локаут, да. 1-0. Смотрим. У Семена кисть такой резкий, дерзкий такой.
Анатолий Макаров. Еще раз Анатолий Макаров. Тут либеро молодец. Попал в голову, но остался. И вот это большая заслуга либеро команды. Молодец. Это его очко. В голову попал. Потом тут Анатолий Татаев должен был сделать свое дело. С чем он справился. Да. И вновь Да, Татаев. Татаев Хороший в верховой борьбе. поймал первый темп. Счет 3-0 в пользу Якутска. Еще раз темп. Блокаут. Владимир Сидоров. 4-0. Ну как резво начинают эту партию волейболисты сборной Якутска. Начало однозначно за ними. Анатолий. Левой рукой пытался пробить, но не получился, да. Вот видите, левой рукой. Попал в трос. 5-0. Еще раз Анатолий Еще раз, пробует. да, Блок молодцы. цепляет. Владимир Сидоров. 6-0. 6-0. Походу идет к тайбрейку, да? Пятой. Ну, мы надеемся, телезрители, что увидим пятую партию. Ну и тайм-аут. Послушаем. Ну, обескураживающее начало четвертой партии для Мгинского Улуса. И Вот в начале партии ключевую роль сыграла либеро, который попал в голову. да, Если бы этот мяч не подняли бы, счет бы уже совсем другой был. Вот такие маленькие моментики решают исход матча, ну, партии. Судьи показывают аут. 6. ну хотели, да, тут запросить челлендж, но в итоге, Отказались. да, передумали. Иннокентий Романов подает. Никита Заусаев Поле. попадает в поле по диагонали со второй зоны. Попал в девятку. Ну, восьмой метр. Анатолий Макаров поверх блока. И что? Надо было рисковать Семену, но не рискнул Семен. Сетка со стороны Амгинского Улуса. 8-1. Посмотрим на повторе. На тот момент не попал. Так, Поле. 9-1. 9-1. Серьезнейшее преимущество Якутска. И Никита еще раз подает. И очень тоже хорошая подача получается. Анатолий Макаров скинул мяч. И ответ амгинцев без атаки. Егор Глухарев. Когда вот связка нападает, это очень интересно бывает. Вот видите, обманное движение Егора Глухарева. И Анатолий Татаев. Да, обманное движение. Видите, хотел ударить, вывел на себя блок и резко отдал передачу первого темпа Анатолию Татаеву. При счете 10-1 тайм-аут Амгинского Улуса. Давайте послушаем. Телеграмме. Jangan nggak berarti kotor ya sih. Seperti sini pulang. Nanti bocah ada di sana.
Команда выходит на площадку. Вот такое солидное преимущество не должны упустить команда города Якутска. 8 на площадке выходит 9 очков. Это Михаил большой. В составе Амгинского Улуса на площадке появляется Михаил Николаев. Он заменил Иннокентия Романова. Меняет Никита. связующего. Ну, посмотрим, как это скажется на игре команды. Сейчас атака Якутска. Ошибка второй передачи. 2-10. 2-10. Василий Бочкарев подает. Есть прием и Молодец, Егор Глухарев. 11. Сделал то, что задумал. Все думали, что пойдет передача, но он атаковал так хитро. Анатолий Татаев подавал. Анатолий Макаров по линии. Без вопросов. 3-11. 3-11. Сейчас надо усилить подачу Амгинскому Улусу, чтобы догнать. Виталий Голубов. Да, Виталий Колоков проводит очень хороший отрезок. 13-3. Сейчас увидим на повторе. Отпрыгивает и мимо блока отправляет мяч. Еще раз обманное движение. Сейчас надо ударить ему. Вот. Ну там уже был двойной блок. Слишком Егор Глухарев 4-12. в этот момент ответственность на себя взял. Надо было пасовать. Денис Шестаков подавал. И сейчас атака Якутска. Семен Слепцов по линии. 13-4. Ну и смотрим. Вот туда не успевал уже блок. 13-4. Анатолий Анатолий Макаров Макаров. со второй линии. 5-13. Но Анатолий Макаров. Тут ошибка Семена Слепцова. Он должен был прыгать. Тройной блок должны были выставить. Здорово. Первый темп. Василий Бочкарев. Ну, уже счет сокращается. 6-13. Радислав Захаров. Никита Заусаев. Никита Заусаев решил вот так Да. вот сыграть. Умно. 14-6. Хорошую скидку сделал. А уже Это никто не называется накат. Вот видите, это не скидка, это накатом. Скидка это когда вот пальцами. заталкивают Да. на эту сторону. Так, и в поле. Поле, первый темп. 7-14. На поле попал. И Айтал Григорьев. Никита Никита Заусаев. Заусаев. Касание блока, да. 15-7. Да, 15-7 счет становится. Семен Слепцов готовится подавать. Блок аут. 8-15. Михаил Николаев на ваших телеэкранах.
Да, да, Анатолий возвращает интригу в матче. Девять 15. Наводка есть. И Никита Заусаев. Да, да. Отработали в защите. Отлично, амгинцы. Еще раз Никита. Анатолий Макаров. Накатил его. Наконец-то получился накат у Анатолия Макарова. 10-15. Все ждали от него удара, но он вот накатил. Тайм-аут команды Якутска. Тайм-аут берет команда сборной города Якутска. Давайте послушаем. Сейчас последний мяч, он отведенный назад. Видно забить! Видно забить! Видно забить! Давай, трибуна туда! Ну, предельно простая и ясная установка. Надо забить. Надо забить, да. В волейболе тот, кто забивает, тот и выигрывает. Да, действительно. Это так. Команды возвращаются на площадку. Ну, отрыв есть, 5 очков. Итак, смотрим. О, опять Тут без получилась вариантов. комбинация, да. Марита. Толя молодец. 16-10. Видите, зашел, резко остановился. Блок выпрыгнул, и при опускании блока не все так умеют. Ну, в республике лучше всех умеет Толя Татаев. 11, 16. 16. Василий Бочкарев подает. Владимир Сидоров Но это поле. по диагонали, поле. да. 17-11. И Анатолий Татаев будет подавать. Анатолий Макаров Аут. попадает в аут. 18-11. Еще раз Толя будет атаковать. На этот раз поле. Да, 12, 18. Смотрим повтор. Поверх тройного блока ровно в угол площадки отправляет Анатолий мяч. Денис Шестаков коснулся сетки. Слишком хотел забить. 12. Есть возможность посмотреть повтор этого Да, момента. да, коснулся. В средней части сетки. И еще Денис Шестаков сразу исправил свою ошибку. 19. Итак, 13, 19. Смотрим. Блокаут. Семен Слепцов. Блокаут. 20-13. Походу у нас будет 5-я партия. Ну, не будем сглазывать, но все идет к этому. Да, пока что все идет к этому. Можно играть. Два касания. 14-20. Никита Заусаев оспаривает это решение. Первое касание сказал, что был блок, но это на усмотрение первой судьи. Радислав Захаров ошибается. 21-14.
14. Счет становится 21-14. Якутск все ближе и ближе к тому, чтобы сравнять общий счет. Айтал Григорьев. И Семен Слепцов На блоке накрывает. здорово Да. играет. 22-14. 22-14. Аккуратно сработал Семен. Цепляет блок. Оу. Не получилась атака у Семена. — 15-22 подает Айтал Григорьев. Наконец-то получился удар под названием пайп у Владимира Сидорова. Команде Амгинского УЛУСа двойная замена. Вместо игрока под номером 15 выходит игрок номер 5. Вместо игрока под номером 2 выходит игрок под номером 7. Сергей Емельянов заходит, капитан команды. Походу тренер команды Амгинского УЛУСа в пятой партии запустит Емельянова. Ну, это мое мнение. Может, Вносятся корректировки ну, в состав по ходу вот этой партии. достали, это все по правилам. Так, Коснулся сетки. касание сетки и 24-15. Сетбол. Забегание сзади, но мяч попадает в аут. Счет становится 2-2. Четвертую партию со счетом Да, 25-15 Якутск побеждает со счетом 25-15. И общий счет у нас 2-2. И все решится в пятой партии. Все решится в пятой партии. На которой начнется уже в скором времени. Сразу 4. Хорошо, просто бам, все. Не 104. Начинаем. Давай. Никита, молодец. Всем мало осталось. Мало осталось. Давайте вот, давайте. Ну и у тренеров команд сейчас есть возможность для того, чтобы внести корректировки в ход этой игры. И сейчас по итогам вот следующей партии будет решена судьба бронзовых медалей чемпионата республики среди мужских команд первой лиги. Пятая партия называется тайбрейк. Игра продолжается до 15 очков. Кто первым набирает 15 очков, тот и выигрывает. Но там может быть больше-меньше. Зрители у нас потихоньку подтягиваются. После этой игры женский финал. Да, по плану у нас 15:00 стартует финал среди женских команд, в котором примут участие команды Амгинского УЛУСа и Мирнинского района. Ну а финал среди мужчин у нас начнется в 17:30. Встречаются Намский УЛУС и Ленский район. Итак, Изменений в стартовых составах нету. Зашли как в четвертой партии команда города Якутска. А у амгинцев изменился связующий. Итак, игра за третье место чемпионата Республики Саха. Вместо Романова Иннокентия зашел Николаев Михаил. Подает команда Амгинского УЛУСа. Счет 0-0.
Айтал Григорьев подает. Семен Телепцов 1-0. пробил двойной блок по Приносит, диагонали. приносит своей команде первое очко. Анатолий Макаров По диагонали мощно, без Да. вариантов. с двух сторон обменялись сильными ударами. Ну вот сейчас нужно собрать все оставшиеся силы, максимально сконцентрироваться. И эйс. Николаев Михаил. У Михаила Николаева очень сложная подача, планирующая издалека бьет. Ошибается. на сей Ошибается, да. раз. 2-2. Надеемся, не мы виноваты, да? Никита Заусаев пытается подавать. Так, Ошибка второй передачи. 3-2. вперед выходит команда Якутска. Никита Заусаев. И блок. Подняли. Владимир Сидоров. Так, и что в итоге? Вот так показывает судья. Настал момент челленджа. Сейчас посмотрит, если никто не помешал. То есть игроки. Амгинский То уже- делает запрос на игру сетки. Ну, сейчас судейский корпус будет разбираться. С боковой камеры будем смотреть. Ну, главный судья чемпионата на ваших телеэкранах Юрий Иванов. Ну, смотрим. Запросили челлендж на касание или как? Напомню. От троса вылетел мяч, как мы видим. И смотрим вот с другого ракурса, более с общего плана. Здесь играет роль, кто последним коснулся. Мяч упал в аут, а коснулся последним команда города Якутска же была. Это с их же стороны Да, мяч, с, да. Их, с их стороны мяч летел. Ну и тогда, да, получается... Тогда ну, это опять же на усмотрение да. судей, да. Но мяч однозначно упал в аут. Доступ к челленджу имеем только мы, телезрители, и главный судья соревнований Иванов Юрий Владимирович. Очко команде Якутска присуждается по итогам просмотра видеоповтора. 4-2. Никита Заусаев. Амгинского Улуса остался один запрос на челлендж. Да, и у амгинской команды остается один запрос на челлендж, так как вот этот Владимир запрос не Сидоров. подтвердился. Счет становится 5-2. Держит подачу Никита Заусаев. Но это свободная Это- зона. Заслуга Никиты. Он подал свою подачу сильно. По линии. Без шансов. Такой мяч поднять без шансов. Сильный такой мощный удар. 3-5. Четвертый метр от центральной от средней линии. Василий Бочкарев подает. Владимир Сидоров. Касание блока. И еще показывает поле. Шесть, 3. Да, действительно.
И касание блока, и поле мяч упал. Так, а у нас амгинцы сокращают отставание. Тут фартануло чуть-чуть. Прием не удался, но мяч вылетел на ту сторону площадки и упал. Не ожидали команда города Якутска. По линии Владимир Сидоров. 7-4. Так, 7-4. И Владимир Сидоров подавал. Посмотрим, что придумают амгинцы в этой атаке. И работает блок города Якутска. 8-4. Смена площадок. Смотрим повтор. Ну и блок. Да, Виталий Здорово. Голуков поймал. Центральный блокирующий с ростом метр, наверное, 83-2. Это маленький рост для центрального блокирующего, но за счет роста прыжка Виталий 8-4. Пятая справился. партия. Итак, команды поменялись площадками, и при счете 8-4 начинается встреча. Но тут неразбериха. В составе амгинской команды. Счет становится 9-4, и амгинский Улус берет тайм-аут. Сейчас давайте послушаем. Приемом берега. Уже прием уходим. Куда маленько? Давай, только. Первый? Да? Видишь? Так, возобновляется пятая партия. Счет 9-4. Ведет команда города Якутска. Подает Владимир Сидоров. Аут. Вот после перерыва всегда бывает очень трудно подавать. Вот перерыв берут именно для этого, чтобы избить подачу. Скидка. Семен Селевцов по линии. И счет становится 10-5. И Егор Глухарев готовится подавать, капитан команды. Смотрим. Есть прием и блок. Здорово. Блок Никиты Никита Заусаев. Заусаев. Да. Вместе с Виталием Голуковым. Да, Никита Заусаев поймал. 11-5. Что, вновь? Пас был низковато. Ну, Анатолий Макаров рискнул. 12-5. До победы остается 3 очка. Успех очень близок. Да. Ну да, и Никита Заусаев. 13-5. Очередной очко приносит своей команде. Обратная замена у амгинского Улуса. Площадку возвращается игрок номер 11. Игру возвращается Николаев Михаил. И смотрим. Решил Никита Заусаев атаковать Что по диагонали. судьи решили? Так, Было касание, показывает судьи. 14-5. В шаге от бронзовых медалей находятся волейболисты Якутска. И смотрим. И
И ошибка, Просто так которая отдали мяч. Пятую партию. позволяет выиграть в этой встрече команде города Якутска. Общий счет. 15-5 и общий счет у нас 3-2 в пользу столичных волейболистов, дорогие друзья. Таким образом, Якутск у нас становится бронзовым призером чемпионата республики среди мужских команд первой лиги. С чем мы поздравляем столичных волейболистов во главе с Петром Филипповичем Пестряковым. Да, интересный матч был у нас сегодня с 5 партий. Ну, поздравляем команду города Якутска. Прежде всего, хотелось бы поздравить главного тренера Пестрякова Петра Филипповича. Это он собрал команду. Очень обновленная команда после прошлого сезона. Ну, а у амгинцев сегодня как-то игра не пошла. Это мое мнение. Они вчера очень хорошо играли против Намского Улуса, да? Да. Ну, побеждает сильнейший. Да. Ну, действительно, кто подошел в лучшей форме к этой встрече, тот, собственно, и одержал победу. Таким образом, Якутск вот вчера в полуфинале со счетом 3-0 одержал победу над Ленским районом. Конечно же, нет, подождите, он проиграл Ленскому району, который играет у нас в финале с командой Намского Улуса. И сегодня Якутск в бронзовом финале в такой упорной борьбе одержал победу и стал обладателем бронзовых медалей. Ну и повторы минувшей игры. Якутск на церемонии награждения таким образом зайдет на 3-ю ступень пьедестала. Сейчас я вижу команда. Ждем женский финал. Уже начали разминаться наши финалисты. Команда Амгинского Улуса и города Мирного. Будет очень интересный финал. Всех телезрителей призываем смотреть волейбол. Женский финал будет на 15:00. Да, в 15:00 у нас женский финал. Ну а что касается оспаривания золота среди мужских команд, то финальная игра среди мужчин у нас начнется в 17:30. В финале у нас играют Намский Улус и Ленский район. Ну что ж, начинают у нас разминаться участницы женского финала. Ну а мы, дорогие друзья, пока прервемся на перерыв, после чего в 15:00 начнем просмотр финальной встречи среди женских команд. Еще раз проанонсирую, встречаются у нас в борьбе за золото Амгинский Улус и Мирнинский район. Так что, дорогие друзья, следите за нашими телетрансляциями. В скором времени мы вернемся в эфир и продолжим смотреть волейбол. Лекарства по низким ценам в мобильном приложении от аптек «Планета здоровья». Забери